саду посажено сразу несколько сортов итальянской черешни. Только из одного такого саженца рабочие собирают до 5 килограмм сладкого урожая. Кардия, Реджина, Феровия, Блэк Стар, Арина, Габриэла, Мариса и так далее. Каждый сорт черешни здесь отличается не только своими необычными названиями, но и оригинальным сладким вкусом. Эти ряды – это сорт Реджина. Ему еще осталось 3-4 дня, вот до сбора осталось. Она уже созрела, в принципе, готовая. Вот именно вот зрелая, она в таком цвете бордовая, темно-красная. А чем отличается от других сортов? Ну, они и вкусом отличаются. В принципе, размерности они близко, все одинаковые. С самой формой черешни, хвостом, вот в данном случае, он такой довольно-таки длинный хвост, видите? И форма сердцевидная. А так они плюс-минус где-то одинаковые, все вроде бы мясистые, но мы вкусом и качеством пока довольны. В этом году на 84 гектарах предприятие собирает самый большой урожай за 3 года существования черешневого сада. Вся черешня итальянская крупноплодная. В этом году 3-й год, как собираем урожай. Ну, по плану у нас от 120 до 140 тонн планируем в этом году собрать. Может быть и чуть больше, но были очень много дождей было в этом году. И были какие-то потери. Ну, после сбора, полностью после анализа будет уже точно ясно, сколько мы собрали и сколько потеряли. Саженцы итальянские, крупноплодовые, достаточно капризные. Поэтому в черешневом саду полностью налажена система капельного точечного полива. У предприятия есть собственный водоем. Все аккуратно складывают в ящики и грузят для отправки на местный рынок и в города нашей большой страны. На сборе урожая задействованы рабочие из Малгобекского района. В день в саду занято до 200 человек. Мария Махматова здесь работает со всей своей семьей. С первого дня каждый день перебирать до акту, без сортировать деши, сортировка дотха. Черешневый сад Алмавит Фуд в селении Южное заложен в 2018 году. Саженцы для посадки агропредприятием были закуплены в Молдавии и Италии. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов регулярно посещает предприятия. Руководитель региона отметил, как важно реализовать продукцию внутри страны, особенно сейчас, когда все местное востребовано. Махмуд Али Калиматов дал поручение помогать таким успешным предприятиям. Надо проработать, помочь им, специалистов дать, разработать, вот, чтобы он не нанимал, там, помочь ему чем. Можно и не субсидиями, а просто специалистами. В настоящее время в пользовании хозяйства находится 170 гектаров земли. Предприятие в скором времени планирует расширить свое производство. В планах на будущее, да, мы хотим посмотреть и другие культуры. Если будет возможность расширения участка, если у нас получится, хотим посмотреть несколько других культур. Ну, например, та же слива, абрикос, ну, тоже яблоко можно посмотреть. А по этому саду, по действующему, в планах накрыть сеткой. Надо обязательно накрыть антиградовой сеткой, чтобы, ну, не дай бог, в случае града, чтобы не понести потери. Ну и улучшать с каждым днем состояние сада. А еще на предприятии планируют закупить свое собственное холодильное оборудование. Пока собранный урожай хранят в специальных арендованных отсеках. Рина Цычоева, Джамалил Сутыгов, Новости 24.